Независимый, суверенный и демократический. Именно таким Кыргызстан провозгласил себя ровно 29 лет назад. И сегодня мы отмечаем самый главный государственный праздник. За время своей независимости стране пришлось пройти через немало испытаний. Главное из которых в этом году стала пандемия коронавируса. Но благодаря единству и согласию кыргызстанцам удалось справиться с этой болезнью. Какой путь проделала страна для становления своей государственности? История, как Кыргызстан стал государством суверенным, страной с парламентской демократией. Разумеется, этот путь был нелегким. Это и отражено в театрализованном представлении. Празднование Дня независимости традиционно проходит у главного государственного символа страны – флага. Но это не традиционное масштабное торжество, каким оно было из года в год. Из-за пандемии оно проходит в онлайн-формате. Празднование Дня независимости традиционно проходит у главного государственного символа страны – флага. Но это не традиционное масштабное торжество, каким оно было из года в год. Из-за пандемии оно проходит в онлайн-формате. С государственным праздником Днем независимости кыргызстанцев поздравил президент Сооронбай Жээнбеков. Независимость как наивысшую ценность и гордость важно защищать каждому из нас, сказал он. Бүгін біздің мемлекет үшін ұлы күн. Көз қарандысылығымыз, ең иық дөлетіміз, ең биік сыймығымыз. Егемендігіміз ата-бабалар қылымдар бойы күресіп, жанын беріп, қанын төгіп, жүріп бізге қалтырған иық мұрасымыз. Еркіндігіміз, әрбіріміздің жүрегіміздің тереңде жашай тұрған сезіміміз. Улулардан алып, ұрпақтарға өткөріп берчү аманатыбыз. Мемлекетіміздің көз қарандысыздығын, еліміздің ынтымағын, жеріміздің бүтіндігін, көзіміздің қарегінде қорғау әрбіріміздің иық милдетіміз. 29-ю годовщину независимости Кыргызстан отмечает во время глобальной пандемии. Да, праздник в этом году отмечают не широко, но это праздник свободных людей, живущих в свободном государстве. Пандемия, обрушившаяся на весь мир, стала большим испытанием и для Кыргызстана. В борьбе с коронавирусом особой ценностью стало согласие в обществе. Біз Кыргызстан елі қоғамдық тілектестікті ту тұтқан жұрт екенімізді бышықтадық. Мына осыл күрестің жүрішінде ынтымақ барынан қымбат екеніне дағы бір рет ынандық. Біздің елде алам дегенден, жардан берейін дегендер көп екенін өз көзімізбен көрдік. Дерлік бардығымыз жардамға мұқтаждарға қолымызды сұндық. Победа над страшной болезнью зависит не только от усилий государства, единства и ответственности общества. Вот что тоже важно. Среди гостей самые младшие из волонтеров. Дети отдали свои накопленные сбережения для борьбы с коронавирусом. Врачи, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, волонтеры и предприниматели. Не жалея сил, они внесли огромный вклад в сохранение жизней и здоровья кыргызстанцев. Им глава государства выразил особую благодарность. Наше министерство непосредственно занималось всесторонним обеспечением. Это обеспечением трехразовым питанием, постельными принадлежностями, дезинфекции проводили. В глубине души ты осознаешь то, что ты делаешь определенный вклад во благо будущее нашей республики. И это большого стоит. Хотелось бы выразить особую благодарность нашим передовым врачам, которые патриоты, которые работали несмотря ни на что. Мы во время пика работали до 2, до 3 ночи, и при этом на следующий день в 8 часов надо было быть на работе. Потому что за каждой заявкой стоит это судьба человека. Это не просто заявки были, это судьба человека, чья-то мать, отец, сын, дочь. Поэтому мы работали в полную силу. Наши сотрудники милиции охраняли обсервации, стояли в обеспечении безопасности граждан, в обеспечении дорожной безопасности. Сотрудники милиции совместно со сотрудниками медицины, сотрудниками МЧС проводили все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Всех граждан Кыргызской республики поздравляю искренне
с Днем независимости Кыргызстана. К сожалению, страна потеряла людей, которые внесли большой вклад в развитие Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков выразил глубочайшие соболезнования их родным и близким. Коронавирус сегодня еще не побежден, но его распространение значительно замедлилось. Только совместными усилиями и в согласии кыргызстанцы смогут преодолеть эту болезнь и сопутствующие ей экономические трудности. Урматтуу мекендештерим, эгемендик жылдары баарыбыз тең чоң сыноолордон өттүк. Өлкөбүз дүйнөлүк коңшулуктун көңүлүн бурган тарыхый окуяларды башынан өткөрдү. Кыргызстан өзүнүн мамлекеттүүлүгүн, эгемендигин сактап калабы деген суроо коюлган күндөр өттү. Кудайга шүгүр, өзүнүн тарыхый орду, көз карандысыз мамлекети бар жут катары дүйнө коңшулугуна таанылдык. Бизди эмне сактап келди? Көбүлүктан ширелген, ынтымакты бийик тосуп, достукту касталаган кайратман элибиз. Кыйын кезенде бир мүстүм болуп, бириге алган калкыбыз. Тарыхы терең улуттук маданиятыбыз, кадырман аксакалдарыбыз, мээримдүү энелерибиз, билимдүү жана патриот жаштарыбыз, улутум кыргыз, ураным манас деген улуу салтыбыз. В суровых испытаниях народ показал свои сплоченность и единство. Не словом, а делом показал, что общество едино. Задача Кыргызстана сейчас – укрепить свою независимость, стать страной, где будут расти счастливые, здоровые и образованные дети. У нашего многонационального народа древняя общая история и общее будущее. Единство общества, межэтническая солидарность, если будет нашей главной ценностью. Для нас важны как стабильность внутри страны, так и спокойствие в мире. Касаясь внешнеполитических связей, президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан будет развивать добрососедские отношения со странами региона, укреплять сотрудничество с союзниками и партнерами, в том числе по СНГ, ШОС, ЕАЭС и ОДКБ. Дипломатические отношения Кыргызстан будет углублять как со странами Запада, так и Востока. Нашим предкам удалось выдержать тяжелые времена и с честью пройти многие испытания. Как потомки народа, веками дорожившего свободой, священный долг каждого из нас – защищать и укреплять нашу независимость. Так завершил свою поздравительную речь глава государства. Эркиндикти кылымдар бою азектеп келген элдин урпактары катары көз карандысыздыкты коргоо, чындоо, бекемдөө ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Барыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Элибизде ар дайым аманчылык, жерибизде дайыма тынчтык болсун. Эгемендүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Майрамыңыздар менен, кымбаттуу мекендештерим. Задача Кыргызстана – построить современное общество, которое будет жить в развитой стране. А это совокупность развитой экономики, социального благополучия и единства кыргызстанцев. Официальная часть празднования Дня независимости завершилась. В концертной же программе прозвучали патриотические композиции, воспевающие красоту Кыргызстана и свободу духа его народа. Аяна Дюшикеева и Синтурабыкеев, Ала-То 24.